Север, ты мой строгий отец, а мать моя мягкая, нежная, славянская земля. О, отец, как ты прекрасен и суров, но все равно люблю тебя всем сердцем. Твои белые ночи, твой свободолюбивый ветер, птиц, не перестающих петь даже ночью в июне, твое невероятно низкое небо, которого нет на юге, твои закаты и рассветы. Я рождена тут, моя любовь к тебе возвращена непроходимой тайгой, твоим духом тайны и чистоты. Север, я рождена и воспитана в твоих лесах, и сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить твою первозданную красоту, культуру и христианскую веру. Есть люди, знакомясь с которыми, понимаешь, насколько хрупка человеческая душа. Ульяна Ляутова натура тонкая и сложная. Таким трудно в обычной жизни, и, как правило, они долго ищут себя и применение своим талантам. Ульяна пишет стихи, песни, рисует, занимается берестой, вышивкой, лепкой из глины, моделирует одежду, сама же и шьет ее, снимает клипы и фильмы, всего не перечислишь. Она уверена, что творческое начало в ней от любящих родителей, бабушек, дедушек. Живет Ульяна в поселке Синдер Книшпаговского района. Она представительница уже третьего поколения Ляутовых-Ратушных, обосновавшихся здесь, выходцы из Коми, Воронежской и Украинской глубинки. Видимо, она впитала в себя все лучшее, что могла подарить суровая Коми и мягкая южная земля. По бересте у меня был такой интересный случай. Там есть несколько способов изготовления бусинок. И как-то я увидела у одной мастерицы необычные цветы. Вот такие вот, кулончик наподобие. И захотелось сделать такой же. Как это сделать, я не знала. В общем, я долго-долго пыталась, целую неделю, наверное, пыталась сделать эту бусинку несчастную. То есть вот эту маленькую бусинку я не знала, как ее сделать. Потом мне, как Менделееву, приснился сон. Как я складываю из полоски бумаги эту бусинку. Я тут же проснулась, это было под утро, тут же побежала к столу, сделала себе полоску и вырезала и сплела эту бусинку. Это было просто что-то с чем-то. Я ликовала, и мне было примерно 15 лет тогда. Я прыгала до потолка и говорила родителям, что меня эврика осенила. Вот такие вот у меня пришли в голову идеи делать короны, ободки. Сейчас они очень модные, и как бы китайцы делают всякие всевозможные этнические штучки на голову. И я подумала, почему бы не сделать что-то подобное на резиночках, только в русском стиле, чтобы это было похоже на венец, именно древнерусский. Вот. Получился вот такой интересный венец, который я хочу дальше разрабатывать, идеи в этом направлении, с прорезью, например, делать, с прочими какими-то нашивками, с накладками. Вот. Пока на данный момент я смотрела в интернете, это единственный, такой вид, новый вид, пока никто еще не додумался до такого. Мне это немножечко радует, что я что-то новое хотя бы создала и что в своей жизни что-то интересное. Но пока это не сильно востребовано. Конечно, покупают у меня девочки, в основном те, которые выступают на концертах, ведут какие-то мероприятия, они у меня берут целыми комплектами, то есть ожерелье, венец, серьги. Летом мне хочется чем-то заняться творческим, я снимаю для себя и как актер, и как оператор.
Операторы у меня все, кто умеет держать камеру, я сразу прошу, подержите камеру. Я стала искать способы, как отучиться мне на режиссера. Я искала, я поступила в Санкт-Петербургский университет профсоюзов заочно, но там подняли очень сильно цену, я 2 года проучилась и с режиссуры перевелась. Сейчас хочу где-нибудь курсы какие-то закончить в Москве. Когда училась, у нас режиссер задал домашнее задание, сказала, снимите что-нибудь летом. Я сняла короткометражный фильм первый свой. Он немножко детский, немножко наивный. Он сказал, ты работаешь в стиле Гай Германики. Я не очень люблю ее стиль, но раз сравнил, то сравнил. Я увидела фильм английский про Патрика, про святого, который просвещал Англию. Вот, они соединили фильм исторический и фильм художественный. И мне это так понравилось. Я думаю, я хочу снимать такие же фильмы про наших русских святых, про Серафима Саровского, про Сергея Радонежского, про Стефана Пермского. А люди о них толком даже не знают, молодежь, допустим. Как обучающий материал, как пробуждающий сознание какое-то. Конечно, это не мейнстрим, это, допустим, не то, что сейчас, вот, допустим, актуально, но потихонечку такие фильмы появляются, все они вызывают слезы, мысль глубокую, и такие фильмы должны создаваться, и я мечтаю об этом. Я не знаю, как это достичь, конечно, и реально ли это в моей жизни, но хотя бы где-то в чем-то поучаствовать в подобном. Коллекция включает в себя различные материалы, техники и стили эпох, начиная от Древней Руси и заканчивая XIX веком. Все формы одежды заимствованы из источников и адаптированы под современные тенденции. Такую одежду можно надеть на прогулку по городу, на природу, а также на различные яркие и незабываемые фотосессии.
стиль у меня в основном такой, который был в XIV-XIII веке, в XII веке. То есть та Древняя Русь вот с этими воротниками, обшитыми камнями, с чем-то таким богатым. То есть вот такой мне образ нравится. Мне хочется соединить современность и вот этот вот богатый княжеский образ, что-то в единое целое. Интерес к костюму у меня возник примерно в 17 лет. То есть тогда я начала шить одежду для кукол. Просто пыталась шить, потому что мне нравилось шить. Вот. Потом постепенно я стала переделывать старые вещи на себя. То есть я отрезала какие-то рубахи, комбинировала. То есть мне нравилось что-то такое делать, интересное сочетание какое-то. Модели, они приходят в основном по вдохновению. То есть и не сидишь, ничего специально не придумываешь. Просто смотришь какие-то сказки, картинки, фильмы. И даже просто едешь в поезде и смотришь на природу, и хочется как-то воплотить красоту эту в костюм. У тебя все ткани натуральные. Ну да. А это немалые деньги. Как ты выходишь из положения? Я так считаю, что любое хобби, оно как бы требует вложений. И я же как бы их не трачу на какие-то клубы ночные, там, рестораны. То есть я их вкладываю в дело, и, в принципе, этих денег не жалко, если они идут на доброе дело. Вот. Конечно, денег уходит много. У меня сейчас больше пока вложений, чем окупаемости. Окупаемости пока ноль практически, по сравнению с тем, что я вкладываю в это. Бизнес-план был у меня, я училась на бизнес-курсах год назад, и я хотела открыть здесь ателье, чтобы и обслуживать население, и шить одежду. Но я не нашла швей здесь. То есть швеи есть, но как бы они не заинтересованы, они уже взрослые. Нужна команда молодая, которая будет, или хотя бы взрослые, но которые вот хотят творить. Не просто прийти на работу и просидеть свой день, а которые вот горят желанием что-то создавать, интересное, что-то новое. Увидела книжку по истории, первый раз мы открыли, и первое, что там было вот, в сентябре, в 6 или 5 классе, картинка, Нестор Летописец пишет историю, повести временных лет, пишет, и меня это так вдохновило. Я еще в тот момент подумала, я хочу своего сына назвать Нестором, мне очень понравилось это имя. Это мое счастье, это мое продолжение, моя кровинушка, моя часть. Моя маленькая я. Такой же Шкода, как я была в детстве. Я просто в нем вижу себя. И на фотографиях, и в жизни. Поэтому я его сильно не ругаю. Потому что я понимаю, что это бесполезно. Самое главное, что хочешь дать своему сыну? Самое главное, я хочу ему дать нравственность, разум, умение отличать добра от зла и стоять против зла, но что бы то ни стало. Это самое главное, потому что главное спасение души, главное быть хорошим человеком в жизни. Неважно, богатый ты или бедный, дворник ты или газпромовец, там, неважно. Главное, чтобы ты был человеком. А все остальное придет.
что дает тебе православие? Не испортиться. Очень слишком много соблазнов в мире, которые очень легко и быстро портят человека. У меня характер такой, я все быстро воспринимаю, впитываю, очень активный человек. И я считаю, что если бы не православная вера, я бы испортилась очень сильно. Это самокритика. Я бы испортилась. А православие, оно как бы объясняет, что все, что тебя портит, это твоя зависимость, а ты должен быть свободным человеком. А свобода именно в том, чтобы быть независимым от зависимости, от блуда, от алкоголизма, от наркомании, от каких-то вещей, которые очень сильно, стоит их только попробовать, и ты втягиваешься. Но, в принципе, молодежь воспитывается еще и преподавателями хорошими, которые пришли бы в школу и сказали: парень, давай будь мужиком. Быть мужиком – это не модно курить и пить, и модно быть сильным, модно быть здоровым, модно быть накачанным, в общем, умным, читающим книги, и побольше бы таких преподавателей. Недавно во многих республиканских СМИ можно было увидеть эти фотографии и заголовок: «Девушка нашла кладбище нерожденных детей в Сыктывкаре». Во многих странах стоят памятники таким детям. В Словакии, например, хрустальная девочка успокаивает маму: «Не плачь, мама, я тебя все равно люблю». Конечно, чуткая душа Ульяны не смогла не откликнуться. С общественностью города поставили крест на могиле, и Ульяна создала эскиз памятника. Сейчас идет согласование с администрацией города. Ульяна уверена, такой памятник нужен. Если хотя бы одна женщина, проходя мимо этого памятника, остановится, задумается и передумает делать аборт, то я думаю, что все труды, все деньги, все эти огромные вложения, моральные, физические, они окупятся. Хотя бы одного человека спасти, и то будет счастье. Ульяна подолгу, словно зачарованная, может стоять у иконы. Вспоминает, как еще в детстве увидела по телевизору передачу об иконописи. И тогда же зародилась у нее мечта – научиться писать иконы. В Подмосковье есть единственная в стране заочная иконописная школа. По ее подобию Ульяна задумала создать такую же у себя в районе. И даже уже предприняла конкретные шаги. Нашла преподавателей и получила благословение епископа Сыктывкарского и Зырянского Петерима. Это будет деревня Онежье. Все-таки я хочу в деревне, потому что там очень необычная красота, прям невероятная благодать, можно сказать. И находясь даже просто на берегу реки, на холме, рядом с церковью, человек отстраняется от всех этих проблем, приходит вдохновение, желание творить. Каждому дается свое назначение в этой жизни. Пока я своего назначения не знаю, я еще ищу его до сих пор. То есть у меня столько много интересов, что я разрываюсь между ними. Я не знаю, куда мне направить всю свою энергию, в какое русло, чем мне все-таки заняться по жизни, чтобы оно принесло и людям пользу, и мне пользу, и чтобы я могла жить, как ребенка своего прокормить, чтобы не только творчеством одним жить. Я еще не понимаю, что от меня хочет Бог. Я еще пытаюсь его услышать и понять.